Решение проблем алмазно-гранильной и ювелирной отрасли Якутии сегодня обсудили в рамках делового форума. Развитие этой отрасли в республике сегодня способно стать новой высокотехнологичной и доходной частью экономики региона. Но что мешает ювелирам Якутии выйти на новый уровень? Ответ на этот вопрос постаралась найти Юлия Михайлова. Алмазогранильное и ювелирное производство в Якутии зародилось четверть века назад. Сегодня якутские огранчики алмазов ценятся во всем мире. А якутские ювелирные украшения из золота и серебра, украшенные бриллиантами, охотно покупают не только российские модницы. Один из главных вопросов форума – создание благоприятных условий для диамантеров от покупки сырья до продажи готовых изделий. Для этого, в частности, создаются условия в Тасыр-Кангаласы. А между тем, сегодня даже покупка алмазов для местных огранчиков – весьма непростой вопрос. У нас есть доступ к сырью только для крупных компаний. Компания «Ростодобывающая компания», и она продает очень большими боксами. Сумма которых порой достигает 150-250 тысяч долларов. На сегодняшний момент, чтобы это улучшить доступ и финансово, и удобно для предпринимателей, есть предложение, чтобы правительство Республики Саха-Якутия вышло с вопросом к охрану России о передаче функций рассортировки алмазов на территории Якутска. Будут предоставляться алмазное сырье мелким производителям и предпринимателям по 1-2 камня. То есть у них будет возможность купить не за 100 тысяч, а за 1000 долларов. Также не просто выходить на внешний рынок ювелирным компаниям в одиночку. Все больше предприятия склоняются к мысли о создании единого бренда драгоценностей Якутии. При торгово-промышленной палате есть центр сертификации, куда можно обратиться любым производителям. Также ведется работа в направлении закрепления бренда якутские бриллианты, якутские украшения. Эта работа еще требует внимания и дополнительных усилий проработки со стороны законодательства. Сообщество диамантеров предлагает внести изменения в законодательство в области недропользования, продажи алмазов, других драгоценных и полудрагоценных камней, гранильной и ювелирной промышленности. В частности, правительство республики уже предпринимает шаги по изменению уплаты налога на добавленную стоимость. Потому что наши диамантеры на берегу проигрывают иностранцам на 18% на сумму НДС. Мы считаем, что этот момент надо поправить. Вчера наш глава Егор Афанасьевич Борисов встречался с министром финансов Силуановым, в том числе по этому вопросу. И есть ощущение того, что нас начинают слышать. Второе – это, конечно, финансы, то есть те кассовые разрывы, которые возникают у наших диамантеров с момента приобретения сырья до момента продажи готового изделия. И, конечно, здесь тоже существует проблема стоимости самих денег. Это также является задачей государства. Юлия Михайлова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.